аргышын. Куне баян шавдери салгу, беден жутчандалык Виталий Петрович раскрити гайнежин кулянаттыр. Сымақшук. Анжақта бірден бір туем, Шамбек вышкайза пызык әжеуін, улас чываш семжін юлать, черезіне тивдер. Шамбада ұн әже вилімзір. Урінде олчы дейді. Анжақта Шамбек вайла нумай ыры чавашлық шындылаған жынзіне почта я раскрылмеш. Бинжу болмайды раскрыледі. Прижемы бұл бір етіп тұрайшы. Еп сана манмақ. Нәбір жана манмаст бір. Виталий Петрович ман врендеген, мана хақлаган, мана мәле бұрма халалан үшін ол ялна қалач. Чын художниген теріс шермалла деді, теріслік тұрышмалла, теріслік шын. Суя ішсем даусан, сана халық юратмас, хизеплемес, сан бұласлық шук деді қалач. Шамба ол ялнақ ебе теріслік шын, теріс қалап, суя олдау шук манепнік шамда деді қалач. Пирен чаваш университет перлежевежен, пиде бызык шухаду паян. Пиде хамар камыллана юратна, хисеплени жина, юлашки жулаза датпар. Виталий Петрович биринчен был. Чи осла шиндинжен парин. Пиде талантливый художник. Пиде шинба калашмайга даганшин. Унзер халбирин перлежу. Легаламала инде кулянца евать, тунцых глаза евать. Он бекчинзем кайне пидешей. Но малала волхалала нас максене помешла забрас. Комылзем бызык, парлех, хамр парлежубе, хамр инержзембе, малала худашын. Виталий Петрович халала нас максене помешла забрасшын. Виталий Петровича Праскевичи, эбе пербин тогрчер сагр унултымыш сулзенчих перне. Был кундашу башкара четриде, ман московский проспект, шаунда мастерскую на пану помню, и шаунда хватирвана, и эбеде першил трах порундымар эбр, мастерской-то юнажар, да, вот, шаунба млегала мала. Хош придюхне и телепулса калашна, эбр, вол Праскевичи уникалла син. Вол тиваш искусство валли, тиваш культура валли гнамар, вол тенджери вол уникальный син. Он творчестве млег характеризовать тузан, вол умбек, тогда и кимеш шиншок. И вот тиваш тельги, что-то калапровал, уникально Чельге. И в уном творчестве тоже был уникально тепар тенджере. Хрень философии бия, хрень выросла глаза мироздания. Вот. Он гощен даже вот решил хозанда он курал усирмар. Эбер специально гундан вот тухса кайса пухром. Мерле он творчество шак тимзе шул регаламала юлашки шул зенче туны ебалазене пиди курашынче. Вот шанда эбрумба калашрмар. Мана калаче музей впереди. Пиди кирличе Пулаяды вот щуки вот кулянца, Жамбек Мампал смах Кларче,
Вот это говорим, что музей Тумакова, возможно, вот или хватили, или люди, ну, Шубашкарта, республика, музей проскивити Пулмаллах терм. Вот, ну, вот, тогда Манакова Чесха, Шамрок, сам, тогда Малашнин Умай, Иследер, Умай два Драгаман уже, Легала Маллах, Аля, Шамбек Мянь, Эссене, Пукса, Шамбек Терслезе, Букса, музей Валиха Дерлемилли дерево. Вот. Пиду кулина порыбер. Вот, Тухсагайны, Шак Шундалк, Мен, Шундалк ран, Темилле, что ли. Но он творчество юлат. Он творчество юлат халхвали. Пирин Тиважин Терильбек, вот Проскевитин, Хын творчестве, уникальные балазем хварджа. Виталий Петрович Пидесевых юлдашцы. Ол художник Намар, ол Пидя комолла ырысинца. Ырысын булмазан, ол Шамбек чаплы художник булаймас та буле. Унбай бір Германияде кайса выставка ергелерімір. Пиде лайық кайса келдімір, пиде тәленмелле лайық. Оның ябалызене хақларыш, судын илешінде бұлдыш. Ол судын бамаря, судца бамаря, капла барнелезі ғварджи пиде лайық емальне. Он жын тәлінзе ғаядып, тавда бұшын, тавзамайық жынен жақпарзы ғварджи. Виталий Петрович Шүпки пиде евр. Ол художниксе хушынде хыне еврліца, хыне сумазыма білетса, художниксе не сумазыма білетса. Он жинден нигамда художниксем де бір узалзымақтама қалаймасы бұл дедіп. Пиді мартур, пиді шел, иргары, шел. Юман. Это правда. Возвращаемся с потрясающим дедушкой, с великим мастером, с примером, с очень сильным человеком, который полностью посвятился освобождению чувашского народа. Гений, создатель современного искусства чувашского. Большой мастер, человек невероятно преданный чувашским традициям, чувашской культуре, который увидел этих людей, девушек, юношей, совершенно каким-то невероятным образом. Как вот мы совершенно не так выглядим, а он видел нас вот так вот. Рашкабыгин бітірмішінче Чувашқалығын мұқталығы білі Россия Федерация давативичлы художника Чуваш Республикан халық энержии Петров Виталий Петрович и биры на бурнеде Проскивити детимерче Пурнишран Вырл Загайра. Его светлая память всегда останется в наших сердцах и в сердцах его поклонников. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, позвольте предоставить слово главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Хақлы юлдашсен, хақлы ендерсен, хақлы Нина Михайловна, Наталья Витальевна, Кирилл Сергеевич. Пирень, паниги етек болу солдары, олағынде пенде хурлықын солдары. Чуна хурландараган, хумгандараган, когда хурлық потулдараган солдары. Дорогие земляки, я, конечно же, сегодня хотел бы отметить для нас повод сегодняшней встречи – это очень печальный повод.
мы прощаемся с великим сыном чувашского народа, с Виталием Петровичем, которого мы привыкли называть Праскевите. И вот этот момент каждый из нас, конечно же, до глубины души переживает и скорбит. Потому что Виталий Петрович, пройдя свой жизненный путь, прошел его очень гордо, разнопланово и оставил богатейшее наследие, которое, несомненно, будет являться для нас богатством, а самое главное, такой возможностью воспитывать не одно поколение. А говоря о воспитании поколений, конечно же, уже при жизни Виталий Петрович сделал для этого очень большой вклад. Во-первых, своим творчеством он, на мой взгляд, сподвигал большое количество молодых людей выбирать именно творческий путь своей профессиональной деятельности. Будучи наставником большого количества начинающих людей, направлял, наставлял, ну и помогал находить тот путь, который позволял каждому из них раскрыться и становиться, прежде всего, самореализованными, а благодаря этому признанными деятелями искусства и культуры. Ну и как следствие, его деятельность отмечена большими наградами. И я сегодня, прощаясь, хочу сказать, прежде всего, спасибо. Спасибо за жизненный путь, спасибо за наследие, а самое главное, спасибо за отношения. Вот те факты, которые посчастливилось лично мне с ним пообщаться, это всегда такое было очень яркое жизнелюбие, человеколюбие, сострадание, а самое главное, постоянный поиск. Поиск нового, то, что могло бы наполнить нашу жизнь новым смыслом, новым содержанием, ну и, конечно же, тем самым обогатив его еще и вот его облагородить. Поэтому я сегодня, еще раз говоря от всей души спасибо, искренне желаю, чтобы Всевышний Бог сотворил Виталию Петровичу небесное упокоение, ну и, конечно же, пусть земля будет пухом. Спасибо большое, уважаемый Олег Алексеевич. Дорогие друзья, в адрес родных и близких, в адрес всего культурного сообщества Чувашской Республики поступают многочисленные телеграммы. Позвольте зачитать телеграмму министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой. Прискорбной новостью стал уход из жизни выдающихся деятелей искусств, заслуженного художника РСФСР, народного художника Чувашской Республики Петрова Виталия Петровича. Уникальный талант, тонкое художественное видение неизменно находили отражение в его работах разных жанров. Его творчество обладало удивительной выразительностью и неизменно вызывало интерес у широкой публики. Многочисленные международные выставки, благодарные ученики и народная любовь – все это служит ярким примером того, что Виталий Петрович был поистине знаковым творцом. Выражаю искреннее соболезнования родным, близким и всем, кто был с ним знаком. Светлая память. Одна из самых ярких и красивых. Сегодня скорбный день. Паян Чувашхалыге хойне. Чипаллы үнер өвілге. Урхтен жене задать. Чуйне шепмахара боли. Виталий Петрович бурынны жүхне негамада. Шоппын бурынма майбаман.
пурне де тобылдар заданы. Хойн әзізінже чуваш культурын негесіне шалынбек шүллі шая шеклені. Он ғышын, он ішіне хойн Аллай веген межізем манжуқшпа шукта боле. Мәжін дезесіл чуваш аштуйне, чуваш культурне туяган үнерже вал ағақ пәржелегі. Чувашла үкерме, чувашла тенжене туйма ойғал келі. Чыңжын чуваш үвілі болмала. Лебір мерезем пейзажсым, натюрмортсым, тематикалы картинзем беретпір. Анжақты Виталий Петрович, чуваш негізіне бұл хойын урлы каларза хойын картинзін жектардын. Анжақты Виталий Петрович баян берден ойралза гаят. Құмылақ үшсақ барады. Баян шак травны митинга телеграммы сыгнума келеші. Телеграммына премыш Чуваш Республикин президентин Николай Васильевич Федоровын телеграмме улаза бама кому пора. Глубоко скорблю и выражаю искренние соболезнования родным, близким и соратникам Виталия Петровича Петрова, Проскевити. Всецело преданный искусству подвижник, неустанный творец уникального мира, неразрывно связанного с культурой, традициями, обычаями родной Чувашии. Ее прошлым, настоящим и будущим самобытной работы Проскевити стали драгоценным достоянием России, весомым вкладом в мировое художественное наследие. Пусть светлая память о великом сыне чувашского народа навсегда сохранится в наших сердцах. Данные из его биографии привести. Даже то, что он являлся членом 4 творческих организаций, это уже характеризует его как человека многограннейшего. Многие художники посещают театральные постановки. Виталий Петрович их посещал. Он чувствовал поэмы чувашской, он чувствовал чувашские песни, он чувствовал чувашские стихи. И у него было много произведений, посвященных чувашской поэзии. Я хочу сейчас предоставить слово председателю одного из 4 творческих объединений, председателю Союза художников Чувашии, Мудрову Владимиру Борисовичу слово. Дорогие друзья, сегодня мы прощаемся, я не побоюсь этого слова, с великим художником, гражданином и человеком, чье творчество вышло далеко за пределы Чувашской республики. Уходит от нас народный художник Чувашии, заслуженный художник России Виталий Петров. Сегодня с утра идут звонки, соболезнования от художников Питера, в том числе Анатолий Рыбкин передавал соболезнования и художникам, и семье нашего вновь представленного. Вполне достойно займут место в Золотом фонде культуры нашей республики и России в целом. Он еще, отношение к творчеству вот этого замечательного мастера уже давно как бы стоит в одном ряду, в одной линейке с такими известными художниками, как Сверчков, Осипов, Илья Юрьев, Овчинников, Федоров. Вот сегодня мы прощаемся с одним из представителей вот этого Золотого фонда культуры
и изобразительного искусства, в частности, Чувашской Республики. Примите соболезнования от Союза художников России, от его регионального отделения Союза художников Чувашии, соболезнования родным и близким. Прощаясь сегодня с мастером, мы не прощаемся с ним. Это огромное еще поле деятельности для и зрителей, и искусствоведов, и поле деятельности для изучения нас, нами, художниками. Спасибо. Я, как уже говорил, Виталий Петрович был настоящим настоящим художником чувашского народа. И вот в тот момент, когда Союз художников Чувашии разделился на две части по идеологическим соображениям, был создан Союз чувашских художников. Он был одним из основателей этого союза. Я сейчас хочу предоставить слово председателю Союза чувашских художников Наталье Николаевне Соловьевой. Хисеплеудашсем, ендишсем, паян педихурлыхлыгун булсанда, перин малалах пахмала. Виталий Петрович хавалаза хаварна смахсене пурны жагыртнеле. Шагынбек шухырсен метсем, пурах перин, Чуваш университет художник зен. Шагынба парле болза, пыштарынза. Виталий Петрович курсоварный замахсене, пурныча грдес шухсенбур. Дорогие друзья, конечно, очень печальный и грустный день сегодня. Мы провожаем последний путь выдающегося сына Чувашской Республики, гениального художника Виталия Петровича. Трудно, сложно говорить о том, что его не стало, потому что настолько жизнерадостный человек был, очень отзывчивый, готовый участвовать на всех выставках, потому что он, по-моему, один из тех, кто очень много выставок проделал за эти последние годы и везде был готов принимать участие. Очень радовался, когда мы приходили к нему со студентами на выставке. И всегда спрашивал, а когда прийти, кто придет, во сколько прийти, то есть никогда не отказывал. И поэтому, конечно, очень печально, грустно провожать такого человека, выдающегося в последний путь. Но мы надеемся, что все его заветы будут нашим народом, нашими художниками исполнены. Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, всем тем, кто ценил Виталия Петровича. Царствие ему небесное. Силу для творения художнику дает родная земля. В этом я абсолютно уверен. Виталий Петрович был уроженцем Урнарской земли. Он очень любил свою родину, родной дом. Он этот дом восстанавливал. Он на лето уезжал в этот дом. Я хочу сейчас предоставить слово руководителю Урнарского муниципального образования Никандровой Надежде Валерьяновне и представителю землячества Урнарского. Уважаемые Лидия Михайловна, Наталья, Кирилл, Евгений. Дорогие друзья, примите, пожалуйста, от всего округа и от себя лично слова искренней, глубокой скорби, потому что мы сегодня провожаем последний земной путь настоящего сына нашей Урнарской земли, который очень любил свою родину, свой народ. Мы с Виталием Петровичем встретились прошлым сентябрем, на дне его рождения, и когда попросили сказать: Виталий Петрович, что вы пожелаете нашим людям? Он сказал: работайте,
Потому что пока работают люди, живет народ. Пишите стихи, танцуйте, рисуйте, поддерживайте театр. Хисепле туссен. Паян биринжен, чевашенжен, ойрамах варнара тархинче журалза юсне, ентешсемжен, чынахта хурлахлакун. Ватаршылгайла ентешлихшне бушлазяны чухне Виталий Петрович чи паремеш матур ергелеше сенжен пари булзадычы. И бирына никшанда мансагаймаспар. Паянда хамарам эмблемына onun үгерчегебе узы буратпар. И бир Виталий Петрович Сережин черерен тавдыватпар. Парширым шулгайла иберун чухне шамрыксемче ендешлихе келсесін валбере лапка кынаса себе шаплагалары. Маттура часем эшлер адаланса бырыр тері. Сирен сымах ялынах биріне сыра. Шүлти патшалықра болыр, ырылықра болыр. И бир шершінше бұрнагын земсире неғыжанда мансағаймаспыр. Сен хайнемірінде нумай солтав тубать, халыға ердавра пұштарма. Юрысым, үнерсізім, азен солтавызым ытларақ. Сянбай бір Виталий Петрович порны шерепе азайзесін, порны шеліне кафне куравра пиде нумай халық пұштарымыза. Паянак Виталий Петрович Иванский худ хайын ердавра пұштарды халыға. Пулдарулы сен, умбек сен пиде сахал, футе, умбек сен зен футе, пиде сахал, мәзірезесін, бұл мініле хайне ябық туйтен вет, серелер хуфинде кашни гун үгеретсе. Юласки денеге салдак юризен ейлемлетсе қыларды. Халықшын, чунебе, теребе, ол табақ бұлдар болна. Шунзатына упрама халық юризене, кевезене, соввезене, унзыр бұшне аллы он сабақ үгерсе тұрса. Пирен ұшқын халық бәбірле құрланайд, химеве өрле қойғарат бар, күшел юғат, тереградат чонжынат. Там и живопись, там и графика, там и дизайн. Настолько он был многогранный. Также он был членом Союза дизайнеров. Я сейчас хочу предоставить слово руководителю Союза дизайнеров Чувашской Республики Астраханцеву Александру Аркадьевичу слово. Уважаемые друзья, сегодня тяжелый день, который словами не выразить. Мы еще не осознали, что это случилось. Но мы знаем Виталия Петровича очень давно и знаем его как великого, такого большого организатора. Так получилось, что Виталий Петрович стал одним из главных организаторов нашего союза, Союз дизайнеров Чувашской Республики. Это в далеком 1988 году. Затем с его же подачи был через 3 года организован Союз дизайнеров России. И то же самое говорили, что он организовал Союз дизайнеров художников Чувашии. Вот, мы мало знаем его, люди мало знают его как дизайнера и организатора дизайнерского движения. Но наш союз знает его очень могучего мыслителя, доброго в то же время, очень добродушный, очень всегда радовался, когда мы к нему приходили в мастерскую со студентами, с молодыми, очень переживал, расстраивался иногда, когда появляются молодые, которые не совсем понятны народу. Вот. И поэтому молодые все его ученики тоже переживают вместе с нами. Вот. И
Мы знаем, то, что все сделано в Чувашии в области дизайна, это благодаря Виталию Петровичу. Ну, думаю, что мы тоже продолжим его работу дальше, его дело. И хочу выразить соболезнования от нашего союза и от себя, лично глубокие соболезнования и от Союза дизайнеров России, родным и близким. Вечная светлая память могучему мудрецу, художнику, дизайнеру. Когда я говорил, что Виталий Петрович не только художник, но и поэт, это не пустые слова были. Сейчас я получил письмо от Виталия Петровича Станьяла. Будешь вечно живым, Проскевитий, как ты писал в своих воспоминаниях. Жизнь, доставшаяся нам, коротка, но, как известно, истинное искусство бессмертно. Ты подарил мне чувашское лицо и душу неповторимо ярко, и тем останешься в нем на века живым. Много умных и смелых мыслей о судьбе родного народа и страны ты выдвигал на встречах и на заседании Совета чувашских старейшин. Горел за процветание на их свободной земле. Всю жизнь своим творчеством упорно служил им в бескрометном духе гениального Константина Иванова и Сеспеля Мирши. Спасибо тебе, верный сын родного народа, великий, талантливый чуваш. Спи спокойно, Виталий Петрович. Ты будешь вечно жив в думах и стремлениях храбрых поколений. 1 февраля 2026 года. Вы знаете, когда мы говорим вот эти скорбные слова, эпоха уходит, великие уходят, а ведь на самом деле их не так много осталось, творческих людей той эпохи. Я сейчас хочу предоставить слово однокурснику Виталия Петровича, Брындину Анатолию Константиновичу, основателю типографии Брындина. Анатолий Константинович, прошу вас. Да, сегодня печальный день. Ушел Виталий Петрович. Это мой друг. Немножко расскажу свою историю. Далекий 1958 год. Мы учимся в художественном училище Чебоксар на 2-м курсе. И вдруг к нам приходит молодой человек, кучерявый, как будто специально завитые волосы у него были. Молодой человек, только что кончивший службу в советской армии, пришел к нам на 2-й курс. Мы познакомились, и с этого периода мы всегда были вместе. Закончили Чебоксарское художественное училище. Я бы сказал, что в художественном училище Виталий Петрович не мог проявить, допустим, свои способности и свои таланты в полной мере. Он не вписывался в классическую школу преподавания и учебу. Но, тем не менее, у него хватило мужества, таланта. Он успешно закончил художественное училище. И успешно он поступил в Великую Мухинскую школу. У нас поступило в этом году, в тот год, в 1962 году 4 человека, а на следующий год поступили еще 4 человека. Это был какой-то необычный наш курс, 24 человека. Из них 8 человек мы поступили в училище высшее художественное промышленное училище имени Веры Игнатьевны Мухиной.
Я бы сказал, что он там тоже долго вписывался. Он не мог никак вписаться в ту канву преподавания, учебы. Но тем не менее он пользовался большим успехом у своих сокурсников. Учился успешно. Может быть, он не получал достойные какие-то оценки, но он хорошо, очень хорошо закончил вуз. И после завершения в 1967 году он уехал в Пермь, где занимался книжной графикой. Но его стремление к монументальному искусству всегда было с ним. Он все равно получал заказы с друзьями, своими товарищами, он выполнял фрески, мозаики, выполненные им на очень достойном, хорошем уровне. Их достаточно было очень много. Впоследствии он все-таки по рекомендации и по просьбе Союза художников РСФСР он поехал в Тольятти и организовал Союз художников. Раньше они относились, тольяттинцы, к Куйбышеву, нынешний Самара. Он организовал, там работал, какое-то время председательствовал. Но тяга Родины преодолела все. Он стал стремиться, и со временем он оказался в наших кругах. В наших чебоксарских, Чувашском Союзе художников Чувашии, где он очень много приложил сил своих для того, чтобы организовать на высоком профессиональном уровне Союз художников. Что-то ему удавалось, что-то не удавалось. Но тяга к монументальному искусству у него всегда была. Он очень иногда обижался и говорил, как хочется что-то сотворить. Но он, тем не менее, не забывал станковое искусство, все, что им сотворено, создано. Он для того, чтобы утвердить себя, свои принципы, он выезжал за границу, побывал во многих странах, он подкупил своим талантом, своими способностями Европу, Америку, Азию, Турцию. Он с гордостью говорил, что, открывая выставку в Америке, рядом со мной стояли представители правительства Соединенных Штатов Америки. В Турции, открывая выставку, с ним стоял рядом президент. И когда он возвращался к себе на родину, Чебоксаров, он с горечью иногда говорил, Толя, ну почему так получается? Девочка, выиграв кросс на 1 секунду в каком-то зарубежном городе, получает всевозможные премии, благодарности. Я приезжаю в Чебоксары, открываю колоссальные выставки, этого я не получаю. А ведь он был полпредом нашей родной Чувашии. Он утверждал чувашское искусство, он утверждал чувашскую нацию. Он не говорил, что он русский, он говорил всегда, что он чуваш. Он творил великие дела. И я думаю, что вот то самое время пришло, когда можно сказать о том, что, наверное, пришла пора утвердить Виталия Петровича здесь, в Чебоксарах. Необходимо организовать музей Виталия Петровича Петрова-Проскевича. И не просто выделить какие-то комнаты. Я думаю, что нужно построить отдельно в центре нашего города, найти место, построить музей с архитектурой, с которой соответствовал бы его творческому таланту, его способности к его идеям. И когда мы там увидим его все произведения, мы ахнем, насколько он был талантлив, насколько он философски был подготовлен, он чувствовал свою нацию. Музей должен называться музеем Виталия Петровича Петрова, музей Проскевичей, музей национального искусства
Чувашии. Виталий Петрович достойно прожил жизнь, благородную жизнь. Он добился всех своих успехов. Ему великая слава. Мы никогда не забудем его сердца. Виталий Петровича, скажем, Царство Небесное тебе, Виталий. Мы будем тебя помнить всегда. Слово главе города Станиславу Олеговичу Трофимову. Сегодня мы обращаемся с великим человеком, который навсегда останется в памяти каждого, не только здесь стоящего, но и каждого жителя города, нашей республики. Конечно же, то, что было сказано, надо выполнять, будем рассматривать, изучать, где и как сделать музей для того, чтобы каждый житель и гость республики мог увидеть эти прекрасные творения. Скорбим. Анатолий Константинович затронул такую тему. Герольду Михайловичу Алексееву слово, министру культуры Чувашской Республики, с кем он очень тесно сотрудничал. Когда малышка издал звук сегодня, сейчас вот, я очень обрадовался, что, наверное, дело Виталия Петровича проводит дальше и внук. Он, наверное, тоже сегодня, прощаясь, свое будущее застраховал на этом печальном мероприятии. Виталий Петрович, я знаю давно, мы рядом и жили рядом, встречались часто. Как-то на родине мы отмечали праздник какой-то, и там приехал из Франции Марселин, такой ученый, педагог, а он был в Индонезии по делам своим творческим, научным, и приехал в отпуск в Урнары, в эту деревню глухую. Тогда мы все удивлялись. Надо же, настало время, когда французы отдыхают в чувашской глубинной деревне. А эта деревня вот как раз Виталия Петровича Иванова. Праскевитти Петрова, простите, пожалуйста. Я очень восторгаюсь его творчеством. Этот творческий путь был нелегкий. Его не воспринимали, как не воспринимали и Миттова в начале. Тоже много суждений было по творчеству. По творчеству Виталия Петровича тоже много было суждений, и принимали, и отвергали, но это творчество живет и процветает, и нас радует всех. Мы были с ним в Германии, организовывали выставку. Все его работы почти были там закуплены, потому что это был 92-й год, очень тяжелое время для нас. И вот эта продажа немножко художников поддержала, но Виталий Петрович не все картины свои за деньги продавал. У него очень хорошая была эмаль, большая эмаль. Он эту картину просто подарил немцам за то, что они нам помогли организовать эту выставку. Я хочу сказать, что чуваши в России занимали 4-е место по численности. Теперь, говорят, занимаем 5-е место. Но Виталий Петрович, вот имя Чуваша, не просто чувашских людей, а имя Чуваша гордо вознес на весь мир. Где только он не организовывал выставки, начиная от Америки и во многих других странах. Вы это читали, наверное. Был еще один такой человек, который Чуваша ценил. Он говорил, в мире много народов живет на земном шаре,
Но в космос полетели первыми русские, а вторые чуваши. И он гордился этим, и он хотел, чтобы чувашей тоже так же ценили в России и так же возносили, потому что мы этого заслуживаем. Спасибо, Виталий Петрович, что ты здесь внес большую лепту в это прославление чувашского народа. Спасибо. Года 2 назад мы закупали его работу в мастерской, выбирали. Ну, тогда я понимала, что я вообще все бы отсюда забрала и все бы отдала бы и закупила в музей. Но такой возможности не было, мы выбрали пару, великолепную работу, но я вспоминаю сейчас, вот когда узнала об этой трагедии, я вспомнила, что вначале его работы меня очень сильно раздражали. Ну, он как-то неправильно использует вышивку, неправильно изображает костюм, что-то ломает, что-то очень странное, думала я, да что такое делает-то вообще с традициями. Вот. Но в то же время его работы мне дали понять, что народная традиция, обряды, народная мифология, легенды – это не застывшие вещи, это народная мудрость, которая развивается. И вот развитие в современности, передача понимания мудрости народной, это можно было увидеть в его работах. Не только можно было увидеть, я думаю, что мы будем видеть, изучать и смотреть в его работах. Меня всегда удивляло, когда я уже заинтересовалась, начала изучать его творчество, познакомилась с ним самим, вот как человек, получив очень серьезное академическое базовое образование в Питере, да, монументальная, у него профессия первая, это эмаль шикарнейшая, да, при этом, вот пройдя всю эту жернова академического образования, он смог сохранить в себе вот эту вот чувашскую самость, я назову таким словом, и не потерял вот это в течение всей своей жизни, наоборот, вот объединив базовую, сильную академическое образование со своими представлениями, сознанием чувашского народа, наследия чувашского народа, его фольклор, мифологии, вышивки. Вот мы с вами видим на всех работах, вот без вышивки там не обходится. Вот это вот мудрое объединение этих двух сильнейших основ, баз, дал. И, конечно же, третья составляющая, его яркая личность, дает нам такое вот огромное наследие, могучее наследие и глубинное понимание менталитета, философии чувашского народа. Они до сих пор остаются современными. Вот думаем, или экспозицию делать, а как? Там работа Виталия Петровича. Вот, в добрый путь ему. Мы будем его помнить. Профессор. Виталий Петрович, конечно, пошел в культуру, в историю с графикой своей и монументальными произведениями, и живописью, и эмалью. Очень широко он работал. Но кроме этого, вот что могу я добавить, он имел широкий кругозор и интересовался, не только интересовался, но и использовал средства других искусств. В частности, музыки, конечно. Ну, один из лучших комплектов костюмов для государственного ансамбля песни и танца, для хора и танцевальной группы. Этот комплект принадлежит Виталию Петровичу, потому что он, вот то, что вот только что директор музея сказал, что вышивка это какая-то вот своеобразная, но она самая настоящая, потому что она раскрывала вот те музыкальные и танцевальные композиции, которые показывал ансамбль. Но это не все. Он слышал, действительно слышал национальную интонацию. Он более
того, не просто слышал и как-то графически, визуально воплощал, он еще и буквально ноты вводил в свои произведения. Если вы посмотрите множество графических вещей последние годы, даже десятилетия, он оснащал нотами, которые он советовался, где вот Алдран Гайми, где взять ноты, вот такие, другие, находил. И у него очень много чисто вот таких песенно-музыкальных композиций. Мы с ним встречались достаточно много. Он вообще имел прекрасную такую традицию, создал, поздравлять друзей с такими новогодними открытками, которые делал сам и тиражировал. Вот, и последние два вот таких поздравительных изображения за 24-й, за 25-й год я храню у себя над головой в своем кабинете. За 26-й год уже не успел. Но его, можно сказать, счастливая судьба, несмотря на болезнь, несмотря на все трудности, он все время был в жизни, он выступал, он приглашал друзей. Вот в 25-м году, видимо, предчувствуя, что это может уже и последняя встреча, он собрал нас в бизнес-центре, где показывал свои новые работы, каждый раз новые работы. И вот это так получилось, что где-то полгода назад у нас была прощальная встреча. Потом мы по телефону только изредка обменивались. Дорогой Виталий Петрович, пусть земля тебе будет пухом, а то, что ты сделал, это принадлежит богатствам всего народа и всей России. Надо признать, характер у Виталия Петровича был непростой. Дружить с ним было непросто. Он фальшь останавливал на дальних подступах. И если кого-то он мог назвать своим другом, то для этого человека это было великим счастьем. Я знаю немного таких людей. И вот следующий оратор сказал, что он всю ночь просидел вчера с ним. Тяпкин Владимир Геннадьевич. Ему слово. Ну, не всю ночь, конечно, мы же друзья. На ночь являемая служба загарчена. Но из зарплаты всем как принято, по идее, икон выдать, икон наращивать на жар. Типа охраняет. Ну, глубокий смысл, конечно, философский в этом именно охраняет. От кого, не знаю, охраняет. Все раньше выполнил миссию. Да, назвать другом. Я могу открыто в глаза смотреть и семье, и всем, и Кирилл знает. Теперь были ближайшие друзья. Жил Афанасьев, только когда приехал. Имам, дом Афанасьева, и кирпичка. Постоянно все эти проекты, национальные проекты, все вместе. И позвольте, во-первых, от имени Федеральной национальной культурной автономии Чувашии России, руководителем которой является Герой России генерал-лейтенант Гаврилов Николай Федорович, выразить соболезнования семье, конечно, всем близким. И от имени, позвольте, общественной палаты тоже низких поклонов. Занимаясь региональными связями, могу дополнить предыдущим оратором. По крайней мере, я был свидетелем, потому что мы были в Турции вместе. В 2000-х годах, вы знаете, когда были прямые рейсы, и международная обстановка позволяла. Вот мы вместе поехали. Конечно, встречали его там шикарно, потому что, сами знаете, в тюркском мире чуваши занимают особое место, и турки с этим преклонением относятся к нам, именно чувашам. И вот Виталий Петрович, в том числе, наверное, из-за его работ, прежде всего, из-за него, из-за самого еще, наверное, могут рисовать, попытаются. Но вот, может, вы знаете, у него обнаженные нервы к восприятию чувства справедливости.
Он же, у него и белые, и черные. А середину не признавал. И вот, по-моему, год назад в Стамбуле, в Турции, в Казани провели выставку мощнейшую его работ. Были татарские художники. Они откровенно признают, что нет такого, чтобы к ним весь народ так преклонялся перед ними и был всемирно признаваем, как Виталий Петрович, в тюркском мире. И в связи с этим я не буду зачитывать, но представители консульства отправили от консула соболезнования, и консул признает, что в тюркском мире он является ярчайшим представителем художественного творчества. Консул Турции выражает соболезнования себе и всем. Также я не чиновник, я общественник. Я могу сказать и критически, как Виталий Петрович нас учил, и слова доброты. Хотя у нас говорят чуваши, что вот во время похорон спасибо не говорят, пазматиком калмачивать, кто как может, всем миром хоронили. Но согласитесь, такой тяжелый момент, и не только финансовый, а вообще коллапс во многих городах, и в городе не могли сегодня выехать. Приехали утром, не снежинки во дворе. Геннадий Васильевич, не только я, тебе надо преклоняться. Это вот и городу, наверное, как он говорит, город. Ну, молодцы же, да? Это вот как раз уважение Виталию Петровичу. И министр культуры Светланы Александровна, разрешите вот вам тоже выразить благодарность. Я вот не чиновник, еще раз говорю, вот, вы сразу с первого дня до субботний день с семьей встретились у себя, пообсуждали все эти детали. И вот практически сутки вы в этом процессе, неприятном, конечно. И, конечно, глава Олег Николаев. Вы помните, когда он только приступил к своим обязанностям, через 2 месяца буквально была выставка, и он пришел, и вот говорили представители музея, закупили картину. Это до этого, Геннадий Васильевич тоже, он не говорит, конечно, может нельзя, на нормальную сумму. Тогда закупили картину. А такой практики не было до этого. И, конечно, ему было это большое поспорье. И по поводу музея, да, были разные варианты, и гранты на 1,5 не выходили, к сожалению, не до конца получилось. Насколько я знаю, где-то помещение присмотрели, Светлана Анатольевна это в курсе. Наверное, прежде всего, с помощью общественности, творческие союзы ведь мы создаем не только для того, чтобы грамотно вручать, но и подключаться к этому процессу и помогать, наверное, прежде всего, через грантов. Виталий Петрович, Кажар берем. Кен думаешь, не берет задачи Деремарван был, Иван Яковлев Калашкалян, есть Ханеевля, патриарх Яковлев, и Бердуман Сеня, Изиду Забдер Теревол. Я подождал, Виталий Петрович. Я да Расмарча, Кажар, его так причем утром, что значит похработал. Царское художественное училище Ануфриеву Владимиру Николаевичу. Виталий Петрович ушел. Мы прощаемся сегодня с ним, и это большая трагедия для Чувашии, для России, для художественного училища. Виталий Петрович был примером, он выпускник нашего училища, и творческие встречи, он приходил к нам в училище, встречался со студентами, общался с ними, передавая свою эпоху, своего времени, как это было в их время. И встречи были интересными. Где-то, может, даже неординарными, как вот много раз упоминалось, что непростой характер у него был, но он был открытый. Открытый, непосредственный, и тем был очень интересен студентам. Виталий Петрович примером своей жизни просто показывал молодому поколению, каким надо быть, кем надо быть и как. И, наверное, все творчество Виталия Петровича, оно показывает, как надо любить свою родину, быть самобытным, быть неповторимым, искать свой путь. И я уверен, что и следующие поколения будут смотреть на творчество Виталия Петровича, будут брать пример, будут, может, где-то стараться повторить.
тяжелая потеря. Мы планировали встречу со студентами в училище, хотели организовать. Ну вот, не сложилось. Но я думаю, я уверен, что мы организуем вечер памяти в училище, будем говорить об этом, о таком человеке, и убежден, что память о Виталии Петровиче будет жить долго, потому что он был душой народа Чувашии. И это просто наша обязанность святая передать нашим молодым поколениям, как надо творить, как надо созидать и каким надо быть. Неоднозначно Виталий Петрович отзывался об училище, но это было искренне, и все равно в его словах была любовь к своей альма-матер, к своему училищу. И, наверное, он очень ревностно относился к тому, что происходило в училище, как это происходило. И вот именно такие люди, вот такие выпускники, они, наверное, являются такими, знаете, маяками, что ли, которые направляют, которые, высказывая свое мнение свое, какие-то советы, направляли и помогали, и просто как учиться, как быть, как жить, что делать. Виталий Петрович, спите спокойно, Царство вам Небесное, мы вас будем помнить. Вы знаете, фразу, которую я скажу, наверное, резанет сердца многих. Чтобы стать знаменитым, художник должен уйти в мир иной. И произведения Виталия Петровича сейчас, они приобретают особую ценность, потому что это уже наследие. Он больше никогда не напишет, он никогда больше не нарисует. И сейчас наступает такой момент, когда с этим наследием надо очень кропотливо работать. Это дело наследников, это дело искусствоведов, это дело музейщиков, библиотекарей, архивистов. Искусствоведы – это особая категория. Чтобы распечатать задумку художника, нужно не только обладать академическими знаниями, но и внутренней культурой и чутьем. Я хочу предоставить слово Антонине Ильиничне Мартыновой. Она прекрасно чувствует творчество Виталия Петровича. Прошу вас. Вот сегодня мы говорим, не стесняясь, что это великий художник, и я скажу, что этот художник принадлежит будущему, нашему чувашскому будущему обязательно. Это случится, потому что чем дальше, тем более глубоко мы постигаем душу чувашского народа именно через Виталия Петровича, через произведение Виталия Петровича. Вы знаете, это был такой невероятный человек, невероятного ума, невероятный философ и очень эмоциональный. Он, когда начинал говорить о чувашском народе, об искусстве, о музыке, о культуре, наше сердце начинало стучать вот в унисон, мы начинали понимать, как это глубоко, как это важно сказать. И он всегда пытался говорить: смотрите, какой народ, смотрите, какая музыка, какой костюм, какая вышивка. Он говорил на весь мир. И каждый раз, встречаясь с его произведениями, с ним самим, он любил приходить в наш институт и общался со многими учеными. И мы всегда говорим, те художники, которые хотят сказать о чувашском, они обязательно придут в наш институт, они обязательно погрузятся в те труды, которые создают наши ученые. И он, будучи человеком мира,
будучи таким уважаемым, что ли, во многих государствах, и выйдя за пределы вообще нашего чувашского мира, он не стеснялся говорить, что это прекрасный народ. Позавчера случилась мистическая история. А мы, искусствоведы, мы давно понимаем, что надо вот понять этого художника, надо написать о нем. И позавчера случилась такая история, я написала статью, мне очень хотелось о нем писать, и, как ни странно, в Казани вышла первая статья, в Казани, в Татарии его так знают, так любят, так ценят. И они, да, мы его знаем, и выставка роскошно прошла его. И вот вторую статью я написала как раз потрясенная тем, как он чувашскую музыку знает и чувствует. Я написала статью «Чувашские песни в творчестве Праскевити». Слово предоставляется председателю Общественного совета при Министерстве культуры Чувашской Республики Смирновой Нине Васильевне. И как директор еще культурно-выставочного центра «Радуга» хочу сказать Виталию Петровичу огромные слова благодарности и низкий поклон за те 10 лет дружбы и сотворчества, которые были у нас. Виталий Петрович, я не знаю, он уникальный, он очень легкий друг, он всегда веселый человек и человек, который полон идей и творчества. Он профессионал с большой буквы и великий гений. И сегодня еще мы не оценили, и мне кажется, еще пройдут десятки поколений, которые оценят все то, что было создано им. Мы начали первую выставку с Нарспи, но еще десятки поколений в своем творчестве. И будете открывать миру этот удивительный народ, любимый вами народ, чувашский народ, которому вы посвятили свою жизнь. Спасибо вам за то, что вы были, за то, что вы есть, за то, что вы будете всегда с нами в своем творчестве. Глубокие соболезнования родным и близким. Невосполнимая утрата для Лидии Михайловны, для дочери Натальи Витальевны, для внуков и уже для правнуков. Сейчас я хочу, прежде чем предоставлю слово Кириллу Сергеевичу, внуку, обозначить, что похороны Виталия Петровича пройдут в аллее почетных захоронений на Богдана Хмельницкого. И поминальный обед в 14:00 кафе «Встречи» на Президентском бульваре. Кто хочет поехать проститься с Виталием Петровичем на кладбище, здесь около входа в музей стоят 3 автобуса небольших. Можете поехать. Сейчас слово внуку Кириллу Сергеевичу. Здравствуйте. Дедушка говорил, никто еще не оставался в этом мире. Вот его не осталось. Ну что, он прожил очень яркую, очень насыщенную, потрясающую жизнь. Состоялся как художник дважды для меня. Впервые сначала, первый раз за пределами республики, как монументалист, как автор мозаик, витражей из графита, росписи. И он был успешен. Входил в правление Союза художников СССР. Вот это очень высокий уровень. И его все знали в Москве. С ним дружил директор Третьяковской галереи, другие выдающиеся художники того времени. И он был среди них. И у него были перспективы в столице, в Ленинграде, в Москве. Вот там вот продолжает оставаться. Но так случилось, что он услышал по радио чувашскую песню. Видимо, в Советском Союзе время от времени ставили национальную музыку разных народов, которые ходили. И вот да, он включил радио и услышал чувашскую песню. Это его так пронзило, так его впечатлило, что он решил, что надо возвращаться домой,
на свою землю, в Чувашию, к своему народу. Он, помимо того, что художник, еще и философ. И вот у него была концепция сильных людей, что для народа это такая опора, что народу нужны сильные люди. И если получается сильный человек, он рано или поздно к своему народу должен вернуться. И вот он поступил сам, вот, отказался от всего, что у него было в крупных городах, в столице, в Москве, оставил друзей, хотя они ему пытались отговаривать, кто-то не понимал, зачем он возвращается в небольшой город Чебоксары, но он сделал это, и он состоялся второй раз уже как чувашский художник Праскевий Ти. И он придумал вот этот весь невероятный мир. Посмотрите, так же никто не рисует. Мы выглядим не так, чуваши выглядят не так, а он видел вот так вот их. И да, люди пытаются сформулировать какой-то стиль, что это, кто-то говорит сюрреализм, кто-то говорит авангард, а он сам иногда называл это арьергардом, в том смысле, что он идет позади своего народа, и он сохраняет его культуру, традиции, вот этот вот какой-то образ, который у него жил в голове. А в другие разы он называл это рисовать по-чувашски. И вот была тоже у него такая концепция, что вот когда люди видят русскую икону, люди минимально разбирающиеся в искусстве, они безошибочно определяют, что это русская икона. Когда люди видят ирано-персидские миниатюры, они безошибочно определяют, что это ирано-персидская миниатюра. Когда смотрят на мексиканские муралы Диего Ривейры, люди безошибочно понимают, что это мексиканский художник. И вот он поставил такой вопрос, такую творческую задачу для себя: можно ли рисовать по-чувашски, возможно ли это, можно ли придумать такой стиль, который спустя время безошибочно будет считываться как рисование по-чувашски. Он всю жизнь пытался дать на этот вопрос и дал его, да, он создал вот это вот все прекрасное наследие. И сложно, да, как-то это все оценить, но это уже про прошлое, а про будущее говорили тут, озвучивали, и все-таки, мне кажется, это задача и для нашей семьи, и для республики, и для руководства Чувашии. Музей все-таки нужно как-то рано или поздно будет прийти. Такой музей нужен. Это не потому что воля или пожелание художника, а это будет достижение, достояние для города, для республики, для всей страны. Потому что мы же знаем, что в Испании есть музей Сальвадора Дали, во Франции есть музей Матисса, есть музей Пикассо, и должен быть музей Праскевий Ти, потому что он этого уровня, он еще его отличительная черта, он никогда не стеснялся, не сомневался в происхождении, что, может быть, чуваши еще недостаточного опыта, что у них нет такого какого-то богатого опыта жизни с искусством. Нет, он говорил, побеждает приходящий, он приходил, и он создавал, и со своей стороны он сделал все, чтобы такой музей появился, в том смысле, что он собрал, сохранил, сберег. Все это сейчас в его мастерской, и там, начиная, за пару лет до меня выступал представитель художественного училища, начиная от его академических рисунков в ремонт художественного училища и до новогодней открытки 26 года. Это последнее, что он нарисовал, это последний его рисунок. И это все есть. И эмали, и живопись, и графика, афорты. Да, в огромном количестве техник работал, это тоже, конечно, потрясающе. Помимо вот этого еще и мозаики, и витражи, и росписи, и да. В общем, это все готово, это все лежит, и здесь присутствует и министр культуры, и руководство региона. Это какая-то задача, которая на всех нас. Понятно, что она непростая, что она... Нет, наверное, какого-то быстрого решения, но да, рано или поздно нам нужно постараться к этому прийти. Такой музей нужен, чтобы можно было прийти, посмотреть. Да, здесь на втором этаже в постоянной экспозиции всегда висит несколько работ, но этого недостаточно. Должно место, куда люди могут приходить, вдохновляться, изучать, исследовать, смотреть на все это, приводить туда гостей региона, гостей города. И такое место должно появиться. И нужно продолжать заниматься культурой. Вот Светлана Анатольевна у нас была за несколько дней до Нового года, и дедушка ей дал такой вот наказ, мне кажется: занимайтесь культурой, потому что без культуры мы не народ, мы толпа. Я надеюсь, что да, это как-то
мы будем дальше нести философом, да, как я и говорил. И да. В общем, да, давайте продолжать заниматься. Ну и если от общего, такого глобального мирового уровня к нашему семейному, так, потому что я единственный, кто выступает сегодня от семьи, конечно, это еще и потрясающий, невероятный дедушка, пример, образец воплощения каких-то таких вечных ценностей, как верность супруге. Они со школьных лет вместе прошли, и она его была музой, он ее воспевал, он ее рисовал. Большая заслуга Лидии Михайловны вообще, что он прожил такую долгую и хорошую и жизнь, и как он вдохновлялся, и муза всегда, да, и для меня, как для внука, конечно, это невероятный пример, и восхищение, и вдохновение, и образец, и, да, а как он относился к маме, вот тоже, какой у него был культ мамы, начиная с того, что он Вити Проски, если кто-то не знает, это по имени мамы, Прасковья его звали, Дочмарский момент Проски. Вити у Прасковьи, и работы, и эмали, и книги открывались со слов благодарности маме. Вот это тоже такая ценность, которой можно вдохновляться, нести дальше и смотреть на это и ставить другим в пример. Да, как он относился к маме, к членам своей семьи. Для нас это, конечно, невосполнимая утрата. Я сегодня с утра, проснувшись с утра, рыдал, был непонятно, как нам жить без дедушки, что с ним теперь нельзя поговорить, пообщаться, спросить про его смыслы, про его работы. Ну вот как-то, да, придется. И нам, всему чувашскому народу, тем, кто был знаком лично, членам семьи, конечно, невероятно повезло жить рядом с таким человеком, жить с ним в одно время, в одну эпоху, встречаться, общаться, слушать. И благодаря современным технологиям сохранилось довольно много записей, видео, и хорошо, что это есть. Будем изучать, будем вдохновляться, и на наших плечах ответственность за все, что он создал. Последний, наверное, я скажу такой личный момент. Там раздается детский плач. Это мой сын, это уже правнук, как это называется, ну да, правнук Проски Вити. И последнее, кому он улыбнулся в своей жизни, это был Юман. Да. Мы называли внутри семьи это Юманы дорогие. И вот только он уже ждал приходов нас с Юманом и в день смерти. Это в районе 14 часов он последний раз в своей жизни улыбнулся, глядя на Юмана. А где-то в 17 часов его не стало. В общем, да. Юман Кириллович.
Şimdi kunda Кураде. iyi de burada. Gerek kundan ancak kundan tuksa gerek. Чего? Маленький трек. Тогда, Господи, казармана.